Уважаемые участники нашей конференции, muhterem kardeşler, Татарша башымдар үшә продолжу. Буны нәмәкәй булайлар башкорса. Бу нәрсә була? Это ответ на вопрос, а что передается из рода в род? Как вы думаете, что передается? Самый первый вопрос, что передается? Конечно же, гены, да? Передаются гены. Так ведь? Поэтому родители, дети похожи на своих родителей. Бесспорно. Более того, передаются многие там какие-то психологические характеристики, например, темперамент, характер тоже. И вот смотрите, только гены передаются, или же нечто глубинное лежит в основе передачи из поколения в поколение, что мы передаем детям, внукам. Вот согласно хронику, да, смотрите, как он интересно подходит. Живет не каждый из вас по отдельности взятый. Живет не личность, а живет род. А вы элемент своего рода. Вы элемент своего рода. И возникают вопросы какие? Что повторяется из поколения одного поколения в другое поколение? И одинаковы ли жизненные сценарии одного рода? Что такое жизненный сценарий? Это очень просто. Ну, Бёрн говорит, что это неосознанный план, то есть человек не осознает, но живет. Исполняет какой-то там, ну как, есть же какой-то спектакль, да? Там один сюжет, в другом спектакле другой сюжет. И вот эти сюжеты спектакля одного рода, они одинаковые. Вот, психологи признают. И передается это какой-то там сценарий, какого-то спектакля. Ну, в данном случае родового, да? Ну, давайте по-простому. Я вот даю такое определение. Жизненный сценарий – это то, как человек строит свою жизнь. Чего хочет. И причем, как их добивается. На что ориентируется в трудных жизненных ситуациях. Ну, трудных, я взял трудных, но и в обычных жизненных ситуациях. Вопросы остаются, да? Что повторяется из поколения рода в другое поколение. И одинаковы ли жизненные сценарии? Мой ответ. Повторяются ценности рода в новых условиях жизни. Ну, каждое поколение же в новых условиях живет, так ведь? И в основе жизненных сценариев рода лежат ценности рода, которые передаются из поколения в поколение. Ценности. Ну, это то, что значимо, да? Кадрле. Ценности – это то, что значимо для человека. А вот система ценностей как раз-то и лежит в основе поведения любого человека в разных ситуациях, в жизненных обстоятельствах. Ценности могут проявляться где? В событиях жизни. В событиях жизни. Ценности могут быть какие? Биологические, социальные, психологические, духовные. Их много. Про ценности поняли. А где можно обнаружить ценности? Возникает вопрос. Как ни странно, в потребностях. Потребности. То есть, они бывают какие? Ну, те же самые, что и ценности, которые были вот, перечислены. Ну, здесь немножко вот я разбросал. Биологические, еда, здоровье, там социальные, психологическое, духовное. Я вам сразу скажу, да, психологи до сих пор еще не разобрались, чем отличается социальное, психологическое от духовных. У меня тут свое мнение, но здесь я, конечно, его... Вот духовное, на мой взгляд, это познание смысла своего существования. А то, что касается психологических, социальных, так как человек социальное существо, во многом они как бы перемешаны. Ну, самое главное, каждый пусть понимает, как сам понимает, да, вот есть ценности, есть потребности, они схожи. Любая потребность для человека это ценность, по большому счету. Но бывают ценности не только материальные, но и более такого, скажем так, духовного, идеального порядка, скажем. Дальше. Теперь, если я уже сказал, что передаются ценности, да? Где их можно увидеть? В событиях нашей жизни, которые мы достигаем и происходят. Смотрите, если событие не ценно для человека, он же не будет его достигать.
Ну, допустим, если дети для него не ценность, семья для него не ценность, зачем ему жениться? Так ведь? В событиях жизни проявляются ценности человека. И на самом деле ценности они могут разные. Вот смотрите, если для человека является ценностью ответственность, да, то он старается никого не подвести, сделать работу на совесть. Если он этого не сделает, он будет чувствовать себя дискомфортно, вину. А кто это передает? Конечно, семья, род, родители. Так ведь? Где проявляется жизненный сценарий? Вот так называемой субъективной картине жизненного пути. То есть это представление человека о своем жизненном пути. У каждого есть свое представление, что было у него в прошлом, что он ожидает в будущем. Картина жизни состоит из значимых событий и причинно-целевых связей между ними. Есть методики, которые могут это выявить. Второе. Картина жизни есть сверхзначимые события. Вот, мы же помним все равно какие-то только значимые события, да, в нашей голове представлены. А есть еще среди этих значимых событий сверхзначимые события. Вот как раз один из ученых выявил эмпирическими исследованиями, не с потолка взял, эмпирические исследования были. Он выявил 5 слоев. Композиционный, резерв опыта и ожидания, периферия жизни, незначимый и сверхзначимый слой. Это ценностный слой в картине жизни. То есть это те события, в общем-то, самые-самые-самые значимые. Для него это ценность. И, по сути дела, если это событие в прошлом, он его бережет и приумножает. А если это событие еще в будущем, он со всеми силами прилагает все усилия достичь его. Третье обоснование. Сфера событий – это тоже ценность. А какие сферы выделяют? Сферы, в каких сферах мы живем? Семья, работа, здоровье, досуг, внутренний мир, общество, природа. И когда человек обозначает какие свои значимые события, к какой сфере они относятся, мы можем выявить, какая сфера для него является ценной. Если у человека основном только события семьи, значит это человек, в общем-то, семейный, да. Если работой, значит профессиональный, да и так далее, и так далее. Бывает еще внутренний мир, кстати. События внутреннего мира. Значит, человек там в поисках каких-то духовных истин. И, кстати, каждое событие, да, еще можно конкретизировать ценности. Вот, скажем, для человека ценностью является семья, так вот, сферу семьи можно еще конкретизировать. Здесь что? Ценностью являются дети, благополучие всех членов семьи, любовь, забота, поддержка. Это тоже ценности. Более того, что можно сказать? Одну и ту же ценность человек может получать, удовлетворять в разных сферах жизни. Допустим, потребность в уважении. У каждого человека есть потребность, чтобы его уважали. Так ведь? И, соответственно, смотрите, это ценность уважения. Где он может ее удовлетворять? Так в сфере работы можно и в сфере семьи. Понимаете? То есть достаточно это такой диапазон удовлетворения одного и того же потребности в разных сферах, он достаточно широкий. Четвертое. Вот что интересно, вы обращали внимание, события, это же событие совместное, брига ешоу дига. Потрошать когда. Событие, то есть участие значимых других в событиях жизни. То есть в наших событиях жизни участвуют наши значимые другие люди, родственники там и так далее. Как они участвуют? Либо они способствуют, помогают нам достичь этого события, чтобы это событие совершилось, и наоборот препятствуют. И что интересно вот здесь, к чему, куда мы выходим? Вот отношения наши со значимыми людьми, бабушками, прабабушками, дедушками, прадедушками, с родителями. Так вот, ученые обратили внимание, что отношения со значимыми людьми являются источником образования нашего характера.
То есть они своим поведением, образом жизни, стилем жизни показывают, как нужно поступать, что является ценным и так далее. Таким образом они формируют наш характер. И, соответственно, что получается? Ценности рода еще где можно выявить? Где можно выявить ценности рода? Изучая, анализируя характер родителей, прародителей и так далее. Теперь про стили жизни. В стиле жизни проявляется ценность определенного способа достижения счастья. Кстати, что интересно, да? Смотрите. Способ. В стиле жизни это способ достижения счастья. Как человек думает, можно достичь счастья в жизни? Так вот, их 4. Они основаны, способы достижения счастья или стиля жизни, основаны на 4 принципах. Первый принцип – это максимизация полезности мира. Это гедонизм. Здесь утверждается ценность наслаждения пользования миром. То есть мир настолько полезный, что стоит жить для того, чтобы пользоваться благами. Этот человек приложит усилия для того, чтобы что сделать? Правильно достичь всех благ. Нужны они ему, не нужны, но он считает, что вот это счастье, когда ты обладаешь многими вещами, да. Второе, минимизация потребностей, это аскетизм. Наоборот, ценность здесь какая? Умеренности и самоограничения. Ты освобождаешься от зависимости. Как сказал один философ, когда его первый раз в жизни завели этот базар, он посмотрел, вышел, говорит: слава Богу, какой я счастлив, мне ведь ничего этого не надо, что есть в базаре. Наконец, что там? Третье. Максимизация способностей. Деяния. Здесь как ценность саморазвития, увеличение своих возможностей. И быть полезным другим еще. То есть, если я стал там сильным, не знаю, интеллектуально высоким, значит, я много могу, больше могу. Соответственно, что? Человек такой чувствует себя более-менее уверенно. И когда еще он полезен другим, благодаря своим способностям. И, наконец, минимизация сложности мира, созерцания. Здесь ценность знания, как предсказуемость мира. Когда человек знает, как устроен мир, он чувствует себя там уверенно. И поэтому он счастлив. Вот что такое. То есть можно выделить эти индивидуальные стили. Они как раз-то, в общем-то, проявляются, опять-таки, субъективной картиной жизненного пути. Я здесь не буду конкретизировать. И методом, который назвал каузометрией. Итак, основные положения. Основу жизненных сценариев составляют ценности, которые обнаруживаются в событиях жизни. Ценности проявляются в сферах событий. Родственники, значимые другие, являются носителями ценностей семьи, рода, которые проявляются в их событиях жизни, жизненных стилях, главных сферах событий жизни, в чертах характера. Передача и воспроизводство представителями рода жизненных ценностей рода приводит к повторению сходных по содержанию событий из поколения в поколение. Вот вам и ответ, почему повторяются некоторые события. Конечно, немножко, может быть, немногих других декорациях там, немножко по-другому, но в целом по содержанию то же самое. Проверил эмпирически на анализе, провел анализ, психологический анализ собственной семьи, рода там и так далее. И что интересно, проанализировал события моего рода, куда были включены события бабушек, дедушек, отца, матери и мои собственные. Ценностный анализ событий выявил 4 основные ценности. Ценность знаний, познания, честность, справедливость, ответственность. Видимо, поэтому они были врагами народа. В чертах характера бабушки, матери, отца, матери, имеются схожие черты. То есть, я когда характер проанализировал. Любознательный, честный, справедливый, ответственный. Любознательный здесь как раз соотносится с ценностью знаний. Главной сферой событий отца и матери является сфера семьи. Второй по значимости сферы событий отца является работа, у матери внутренний мир. И вот я взял и от матери, и у отца, у меня главной сферой выступает внутренний мир. Наверное, поэтому к психологу пошел. Далее работа и семья. Таким образом, имеется согласованность ценностей, проявляющихся в событиях рода, сферах жизни и характер членов рода. Другие результаты в следующий раз.